Сегодня Галский гуманитарный колледж стал центром образовательных инноваций. Здесь состоялось торжественное открытие курсов повышения квалификации для учителей абхазского языка, работающих в школах Галского района. Курсы пройдут с 30 марта по 3 апреля. Это событие – важный шаг в реализации государственной политики по поддержке и развитию государственного языка в регионе. Ямо апшцера, ацаулара, зиги аджар разнагара запану, а так продудза шмо шаразиги. Абриаусачу ацхрара шатеразы хаданы юпрот ульпи асеминарка. Ара ацхрара шартой адыр бзи кузмо царауа шахука. Хасу бзша, ткаррат бзша. Аджар руларджараджа, ацхрара шартойт, убри сгуянагойт, уже артамшкур заханишоа, адыррака шхиярхона, шусура шуманшалаху. Ишсирис шудзиге ухчиара дука, сгуянагойт, ишсурцу асцара пас зиги, укшиклаб артамшкурзан, а так кагишоатха сгуянагойт. На открытии было отмечено, что профессиональный рост учителя напрямую влияет на будущее подрастающего поколения и сохранение культурного кода страны. Главная задача курсов не просто сухая теория, а живое знакомство с актуальными методиками преподавания. В рамках сотрудничества между Министерством просвещения и нашим Абхазским государственным университетом организованы курсы повышения квалификации учителей абхазского языка. Цель, как всегда, улучшить качество преподавания абхазского языка и проникнуться всей красотой нашего языка и передать это молодому поколению. Сегодня двое лекторов присутствуют, профессора Абхазского государственного университета, а завтра будет другая партия. Мы расписание составил Абхазский государственный университет, чередовать будут по 2 человека каждый день будут приезжать с Абхазского государственного университета. Мы предоставили отдел образования совместно с министерством, предоставил площадку при гуманитарном колледже. У нас есть центр русского языка. И на будущее мы планируем вместе с Минпросом открыть абхазский центр для педагогов, для детей, проживающих в Гальском районе. Я думаю, что наши идеи все с 1 сентября уже будут реализованы, очень надеемся на это. А сегодняшний день очень полезный для всех наших педагогов. У наших педагогов тоже есть вопросы, которые они хотят обсудить с опытными лекторами, методику, как преподавать, чтобы дети еще больше полюбили наш язык, потому что мы все знаем, что существует языковой барьер, и нам нужно сделать так, чтобы дети смогли доступно учиться и учить этот язык, и, естественно, любить этот язык, то, что нам очень важно. Удачи желаю всем. Очень хочу поблагодарить министра просвещения за то, что Хану Владимировну, за то, что она предоставила именно в Гальском районе. Повышение квалификации проходит у нас ежегодно, но в этом году Хана Владимировна захотела, чтобы проходила именно в Гальском районе, чтобы было доступно для всех учителей, комфортно. Еще раз благодарю и желаю всем удачи. Лекторы Абхазского государственного университета привезли в Гал передовой опыт, который поможет сделать уроки абхазского языка более динамичными и эффективными. Фокусируемо арцаю и профессионал компетенции айзерхара и прища артбара ехепири хау а методика дырцара и яшана аурокакна взнагаща. Гала района яцанako школ коркна аустероид и зефью абсобсфя арцевча
ашкол куркна аус зуазеги. Упырцеги яха инаркна ари амчи бжитгдзана яхысует квалификация айзер харазен акурско. Ацара министр арцагат планина куршеда апсо бзша епсома школ куркна яхысует айбетбе класс инаркна авезет бе класс аканза. Гала район Чедалгага хасабала апсо бзша яхысует азыхазарат класс инаркна авезет бе класс аканза. Сгуяна год уйдарадзи хортебзены и халаб харцевца арзеха. Мир меняется, меняются и подходы к образованию. Наша цель – современные инструменты, которые помогут увлечь учеников изучением родного языка, отмечает директор второй школы города Гал Ахра Квеквескири. Как мы все знаем, абхазский язык является государственным языком в нашей стране, и преподавание этого языка является обязательным. Это государственной важности дело. Поэтому к преподаванию абхазского языка во всех районах Абхазии, а тем более в Галском районе, нужно подходить с большим профессионализмом. Учитель – это тот человек, который постоянно самоусовершенствуется, но в то же время как бы собрать много информации, его аккумулировать и систематизировать, у учителя, к сожалению, нет столько времени, потому что каждый учитель, а если он учитель, он, конечно же, готовится к завтрашнему уроку, это очень большой объем работы, там 5-6 разных классов, он должен подготовить поурочный план, подготовиться к уроку, и поэтому, когда у учителя так столько мало времени, и он зажат в такие временные рамки, и когда приходят люди и рассказывают ему, и вкратце объясняют, на что нужно делать упор, я думаю, это всегда полезно. И я думаю, наши учителя, которые сегодня принимают участие в данном мероприятии, особенно молодые учителя, которые пока еще не имеют столько большого опыта в деле преподавания, извлекут из себя очень много из сегодняшних семинаров. Мы этих преподавателей знаем, большие профессионалы, им большое спасибо, что приехали. Обучение организовано в максимально удобном для педагогов очно-заочном формате, разделенном на 2 этапа. Установочная сессия, интенсивная работа в аудиториях колледжа, живое общение с лекторами и практические занятия. Дистанционный этап. После очных встреч учителя продолжат обучение в онлайн-режиме, закрепляя полученные знания без отрыва от основной деятельности. Курсы – это не только ценные знания, но и официальное подтверждение квалификации. Слушатели, которые успешно освоят программу и пройдут итоговые испытания, получат свидетельство государственного образца. Сегодняшний день показал, педагогическое сообщество Галского района готово к переменам и профессиональному росту. Впереди у учителей неделя погружения в методическую среду, которая, безусловно, принесет свои плоды в классах каждой школы района. Тея Басария, Борис Цацу, Александр Хуторов, Гал Медиа.